Независимость объявила Рада БНР в ночь с 24 на 25 марта 1918 года в Минске. БНР, как считают историки, в определенной степени укрепила национальное самосознание, но так и не стала настоящим государством со всеми надлежащими атрибутами: территорией, армией, валютой. Как это было и чего не было? Лилия Лотогурская. Экскурс в историю. 9 месяцев и 16 дней 1918 года в условиях немецкой оккупации на территории нашей страны просуществовало некое политическое образование, получившее название Белорусская Народная Республика. Новое государство провозгласили деятели национального движения. Об этом факте в СССР забудут прочно и надолго, не оставив даже строчки в школьном учебнике. Об БНР вспомнит только в 90-х, и то до сих пор не умолкают споры. Что же это было? 1918 год. К этому времени о своей независимости на обломках Российской империи уже объявили Украина, Финляндия и Прибалтика. Беларусь среди бывших имперских окраин находилась в самом тяжелом положении. Немцы оккупировали ее дважды – в 1915 и в 1918 годах. Наша территория уже с 15 года была разрезана фронтом. Здесь находилось около 3 миллионов солдат, обслуживали которых белорусские крестьяне на своих плечах. Это реквизиция скота, реквизиция фуража, провианта. Понимаете, за 3 года войны сельское хозяйство Белоруссия стало на колени. Было мобилизовано 800 тысяч белорусов, эвакуировано десятки заводов. И вот в таких условиях набравшие силу представители национальных движений и партий объявляют о взятии власти. 21 февраля 2018 года исполком Всебелорусского съезда обратился к народу с уставной грамотой. Вопрос о власти был актуален. Большевики спешно покинули Беларусь, а немцы еще не захватили. 9 марта 2018 года принята вторая грамота, в которой объявлялось новое название страны – Белорусская Народная Республика. Исполком был переименован в Раду БНР. Но как гром среди ясного неба третья уставная грамота, декларировавшая полную независимость БНР. Та самая третья уставная грамота, которая говорила о полной независимости БНР, была подписана как раз вот в этом здании за моей спиной. В 2018 году здесь находился банк. Члены Рады БНР пришли поздно вечером сюда. Заседали они на 3-м этаже. Это был как раз канун католического Благовещения. К объявлению независимости Беларусь подтолкнула, как ни странно, сама Россия и условия Брестского мира. А Россия и Германия подписали 3 марта того же 2018 года договор, который стирал Беларусь с лица земли. Западные земли должны были быть переданы Литве, Полесье выторговала Украина, а центральная часть нынешней Беларуси вообще рассматривалась как заклад под выплату советской контрибуции. Интересный факт. Белорусы сделали попытку вмешаться в переговоры. В Брест были делегированы представители Всебелорусского собрания. Делегатов напутствовали словами: чтобы в будущем избежать возможности использования белорусской территории для выяснения отношений между великими державами, белорусы должны требовать, как и другие малые народы, гарантии от великих держав для суверенного существования. Большевики белорусов к переговорам не допустили. Коли белорусы вот той гістарычны момент, мовно кажучы, сядзелі склаўшы руки і нічога не зрабілі, таму што гэтым дэкларавалася, што суседнія народы, суседнія дзяржавы, якія ствараюцца, яны не маюць права ад беларусаў адбіраць гэта, что это есть их место проживания. Границы БНР объявлялись в рамках этнического проживания белорусов. Тогда по-белорусски говорили западнее Смоленска и Брянска, в восточных поветах Польши и на значительной части Виленщины. Республика объявлялась многопартийной, демократичной. Столицей нового государства впервые становится Минск. Представительства БНР открывались в целом ряде государств. Украина даже одолжила молодому государству 3 миллиона карбованцев. Правда, деньги арестовал немецкий банк по просьбе Советской России. Говорят, что они до сих пор лежат невостребованные на счетах европейских банков. Во умовах оккупации ствараць рэальную дзяржаву немагчыма. Ніякі акупант, які б ён не надзяваў на сябе маску добрага і апекуна, ні ў якім разе не будзе зацікаўлены ў тым, каб на тэрыторыі падуладна яму стваралася дзяржава. Это не в его интересах. Правительство молодой страны искало поддержку. Шли тайные переговоры с Москвой, Украиной и Германией. Сильно ударил по авторитету БНР просочившийся в печать текст телеграммы германскому кайзеру, где Рада просила взять ее под защиту. К
Кризис внутри самой Рады нарастал. С возвращением большевиков в Беларусь члены Рады эмигрируют за границу. Правда, в 20-х годах, симпатизируя политике большевиков и начавшейся в нашей стране белорусизации, многие деятели БНР вернутся на родину. Вернулся в Минск известный историк Митрофан Довнар-Запольский. В 1918 году он был членом комиссии по созданию Белорусского национального университета. Он первый написал историю БНР. Правда, из издательства она вышла спустя только 70 лет, в 1993-м. Все-таки Митрофан Викторович предполагал, реальный конец, тем более, что, для представителей интеллигенции вообще всегда свойственен некий какой-то фатализм иногда в мыслях. Это иногда даже прослеживалось, но уже в его поздних работах. Но, тем не менее, главное здесь, что они попытались это сделать, сделали попытку создать действительно первое самостоятельное белорусское государство, независимое, причем на демократических принципах. Хай не все удалось у этой Белорусской Народной Республики. Магчыма по-іншаму и не могло быть. Але несумненна, што гэта выдатная падзея. Мы помнім гэтых дзеячоў. Сёння яны уведены, вернутыя у наш историко-культурный обсяг. Перевыдаются их творы. Сегодня никто из серьезных историков не будет утверждать, что в 18-м было создано полноценное государство. У БНР не было ни границ, ни армии, ни валюты. Но заявку на свою независимость белорусы сделали. Лилия Латагурская, Александр Зонов, Алексей Скределев. Контуры.